Сейчас, ребят, еще схожу до озера. Тут совсем близко, за дорогой. Может и высохло все, но надо посмотреть даже, утки есть или нету выводки. Но они уже сейчас летают. Уже на крыло они встали. А это надо срубить. Тут я выезжаю, бывает, на УАЗике. Ну, следы какие-то есть. Кто-то ездил на Нива, наверное, или еще УАЗики. Другой транспорт тут не проедет. Сейчас глянем. Вот тут. Посмотрю и все. Далеко идти не стану. Самый ближнее озеро. Смородина. Красная смородина. Уток нету. Пожарный самолет летает. Рейды, наверное, проверяют тут. Пожароопасные. Так, уток нету. Обычно тут выводки всегда есть, но, к сожалению, кого? Не, смородина вкусная, между прочим. Кустик такой попался. Вон он. Витамины. Если сейчас не собрать, птица это быстро склюет. Где-то над головой прям летит. Деревья. Сок я тут. Но очень кислые. Раньше так на поле выйдешь, кругом поля были. Сейчас выхожу, блядь, даже избы становится не видно. Вот так. Так быстро все зарастает. Так, есть шиповник в этом году. Шиповник тоже есть. Да, не крупные, потому что дождя практически все лето не было. Шиповник есть. Теремых нету, рябины нету. Фу. Так что такие пироги. В принципе, большая экскурсия я вам показал, какой урожай в этом году. Сейчас время собирать иван-чай, но этим я не занимаюсь. Вот тут изба и стояла наша первая, что сейчас амбар переделанный. Вот тут стояла изба. Здесь баня была. Эту баню я тоже перетащил туда. А сейчас в скором времени это все будет превратиться, это поле, в тайгу, в джунгли, сосновый бор. Ну вот, ребят, пришло время пообедать. Сварил суп, одел пиджак. Тут в избушке чуть-чуть прохладно, на улице жарко, даже в футболке без пиджака хожу. Сварил суп, такой быстрый, легкий. Вот. Сейчас попробуем. Соль достаточно.
Очень вкусно. В такую жару только суп спасает. Жидкость. Жидкое что-то, вот, скажем, суп поесть. И много пью чая. Я уже второй чайник, наверное, сегодня вскипятил. Пока там косил, очень много хочется пить. Это просто нож. Сейчас в прошлом фильме мне написали там, где, говорит, твой хваленый просто нож. Или только рекламу делаешь. Это не реклама. Совсем не реклама. Даже ссылки у меня нету, как сказать, в описании. Я когда заказывал, нож пришел, вот тогда я ссылку оставлял. А уже вам решать, зрителям, покупать такой нож или нет. Это просто нож. Ну, блин, в рюкзаке у него лишнего веса очень много. Может рукоятка тяжелая, может лезвие. А так нож хороший. Не одну банку консерва уже открыл. В принципе. Еще ни разу не затачивал. Так, зубилом так пройдусь и все. Нормально. Вот. Ну, я, ребят, обедаю и дальше уже. Ну, знаете, сейчас, наверное, может быть, после обеда я схожу на болото, посмотрим, есть или нет морожка. И, может быть, где-то установлю фотоловушку. Такие вот планы. Вот, а сейчас обед. Сейчас уже, наверное, 12 часов. Примерно. Посмотрю. 13 часов 02 минуты. Уже второй час. Я уже зашел в тайгу. Вот такое небольшое болото. И, в основном я также ищу место для установки фотоловушки. Такой вот, чтобы кто-то попал. У меня привада еще есть прошлого года. Остатки. Тоже приманку это возле фотоловушки оставлю. Может, на этот запах кто-то придет. Ну, тут ягод только я вижу клюква. Морожки нету. Ну и место такое, смотрю. Тут морожки не видать. Так, ладно, идем в другое место. Вот эти пухлячки, вот, которые вот я снимал от села недалеко, сейчас уже вон что, во что превратились. Они уже тоже отцвели. Между прочим, клюквы очень много в этом году. Я скажу вам, до хрена. Да, урожай клюквы хороший еще в этом году. Они белые еще. На факт, что они есть. Тулан куда-то уходит вон туда. Ну вот, ребят, я тут оставил немножко вкуснятины. Но это привада была у меня. 3-литровой банки. Это обратно внесу. А фотоловушку вот сюда установил. Ну, вот такой вид. Если что, там, думаю, будет видно, как зверьки будут подниматься по той упавшей дереву, по тому упавшему дереву. Ну и здесь подходят. Ладно, сейчас я включаю и идем дальше. Фу. Ребят, шансы тут минимальные, что кто-то попадет в кадр. Ну, может, горностай, лиса, куница. Надо заранее как-то подготовиться к этому. Приваду эту свежую поставить. Черника частично есть. Так что
Думаю, возможно, будем собирать. Но она еще не спелая. Она кислая. Да. Безвкусная еще. Люди говорят, вообще ягоды морожки нету. Но я обычно где собираю, там пройдусь, гляну. Ну, черника. Черника немножко есть. Да и морожку я увидел. Вон она. Кто ищет, тот находит. Вон она, морожка, ребята. Вот. Где-то литр соберу. А может больше, как получится. Самое главное нашел. Почти созрели уже. Полуоткрытые, но уже, ну да, уже спелые. Вкусно. Взял такое ведро. Ой, комаров только достают, конечно. Ну и потихоньку будем набирать. Они долго еще будут созревать. Вообще отлично. Искать больше не стану. Что возможно здесь соберу подряд. На поиск очень много времени уходит. Меняю место. Вот столько удалось набрать. Немного. Еще в одном месте посмотрю. Если нету, все значит. Короче, кто как ягоды собирает. Тулан вот так. Балдеет, блин. Тулами. Балдю. Ты балдю, да? Эй. Ветерок. Тулан. Вот столько я собрал. Вообще очень тяжко. Не набирается ни хрена. Не набирается. Мало ягода. Тулами. 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 Хватит спать. Сижу, немножко отдыхаю. За 2 часа, наверное, вот собрал вот столько. Примерно литра 2, наверное. Ну, смело могу сказать 1,5 литра. Потому что морожка такая, ягода уплотняется. Вроде ведро собрал, пока до избы несешь, он оседает, когда он спелый. А эта морожка уже спелая. Тулан вот тут рядом. Очень много клюквы вон. Прям видно на дереве там. Да и кругом. Вот если посмотреть вокруг. Очень много клюквы. Так что в этом году, ребят, урожай в этом году. Черника и клюква. Не знаю, возможно, еще будет брусника. Вот, морожки мало. Примерно, если сравнить с прошлым годом, где-то 10%. 10% урожая. В прошлом году такое количество, такое ведро давно бы уже наполнил я. За такое время. Ну, тут тоже уже прошелся. Еще пару кругов таких
пройду. И уже все. Больше уже не знаю, куда идти. Тулана искусали, и у меня руки вон уже. Весь. Даже антикомары мне помогают. Хорошо. Тайга лечит. Тайга лечит. Прививки делает. Да, Тулана? Потерял меня, ищет. Тулан, не стыдно так долго искать Олега? А? Куда ходил? Молоквалы. Молодец. Да. Где был, что видел? А? Где был, что видел? Тулан. Ладно, мы уже собираемся. Тут больше делать нечего. Что возможно, я собрал. А собрал вот пол ведра. Все. Больше не получилось. Сколько литров-то хоть тут? 5,5 литров. Значит 2,5 литра примерно. Все, пойдем домой. По пути еще, если будет, конечно же, пособираю. А тут уже кружил. Раз 10, наверное. Но остатки там не спелые еще остались. Совсем не спелые, они как, знаете, как картошка. Как сырая картошка. Вон она спелая ягода. Она сочная. Очень вкусно. Ну что осталось, это на семена. Все, спасибо, Болото. Большое тебе спасибо за угощение. Ну вот, это вонючие банки тоже приволок. А лесу не оставил. Хорошо. Мы на избе. Ребят, время летит. 17 часов 22 минуты. Ничего не успеваю. Хотел сегодня поставить донки на щуку. Но и трава подсохла уже. Наверное, все-таки 6 час. Сейчас, наверное, я буду убрать траву. А завтра уже вечером поставлю уже донки и время на рыбалку. Суп остыл. Да. Наверное, с котелка так и съем, или посуду тоже. Да, наверное, не буду я уже пачкать посуду. Я вот так с котелка съем. Кто в армии служил, это знакомо. С котелка есть. Это, ребят,
Быстрый холодильник. Вырыл яму примерно 70 сантиметров высотой. Глубиной это есть. Ну и туда морожку ведро положил. Потому что на улице жарко и он быстро может испортиться. А там в глубине там прохладно. Будем надеяться, что пару дней продержится. Не испортится. Ну все, на сегодня я работу, ребят, закончил. Убрал сено, вот в таком виде я оставляю, потому что он еще не полностью высох. И еще так будет завтра лежать, и завтра уже соберу в стог. Здесь вот такое количество, с такого площади, не скажу, что много травы, много сена. Вот тут небольшой комочек. Ну и там еще. Вот. Солнце уже садится, уже, как сказать, кончиком деревья прикасается. Ну, уже вечереет. Хорошо. Знаете, вот всю зиму я мечтал, но и эту мечту я не исполнил сам себе. Как бы я мечтал, знаете, я зимой вам показывал палатку, и хотел я эту палатку привезти сюда, просто вот собрать эту палатку, набить сеном, и на этом сеновале хотел я переночевать. Но палатку я не взял. Вот так. Зря, конечно, думаю. Потому что, знаете, вот сейчас вот вечереет, уже скоро сейчас, как солнце сядет, уже начнется вот такая вот роса и запах травы, вот этой скошенной травы сейчас. Представляете, блин, но я не знаю, как передать это все. Вот смотрите, что творится. Полный штиль. Комары, птицы, природа. И этот запах травы. Тулан, тут бездельник наш. Обалдеть. Немножко поработал я и вспомнил, как мы раньше работали. Вот в это время, вот сейчас вот солнце садится, и уже где-то в 6 часов вечера, наверное, помнится, или 5 часов вечера, колхозная машина уже уезжала, собирала людей. И наши вот тоже, с нашей семьей мы с дедом только тут оставались, а все остальные, вот, скажем, уезжали на машине, возвращались домой. Ну, чтобы там, как сказать, отдыхают там, спят дома, и корову надо доить, или все это дело. А мы с дедом, вот тут мы еще, как сказать, оставались, стог еще собирали. И до поздней ночи мы еще косили траву по росе. И бывает, с утра тоже вставали, косили. Очень сильно, конечно, уставал я. Ну, пацан был, знаете, вот. И
не так охота, скажем, работать на сенокосе. Вот каждый день одно и то же, там косишь, собираешь, жарко, мошкара, овад. И все это, конечно, очень сильно напрягает. Но вот это я сейчас вспомнил. И те года вот хочется, вот дед говорит, надо косить, а мне, я смотрю на речку, рыба плещется, хочется на рыбалку. Все это, блин, было. Но сейчас уже, конечно, все уже, как сказать, сейчас все это заросло, зарастает. Вот здесь у нас эти поля скоро. Ну знаете, вот там что творится, там большие поля были. Все, стена леса. Блин, даже я не знаю, что и говорить. Вон там все поле было. До больших деревьев, вот эти кустарники, все это сейчас уже зарастает за каких-то 10 лет. Лет 20, наверное, примерно. Вот все это как люди начали. Вот процесс этого начала, вот как мы перестали скотину держать в селе, это примерно уже тянется примерно лет 15-20. Вот так. Потихоньку. И в этом году, наверное, остатки, там несколько коров осталось, и эти коровы тоже, ну, эти семьи решили отказаться от коровы. Просто все. Вот так. Ну, блин, опять же, будет вопрос, конечно же, для новых подписчиков, у новых подписчиков, почему мы не держим корову? Ну, он нам не нужен, мы не пьем молоко. Если корову держать, это чтобы каждый день уходило молоко там 3-5 литров, это каждый день, чтобы семья выпивала вот такое количество молока. Творог, молоко, сметана, все это, чтобы уходило в пищу, в еду. А не так, что вот я, скажем, в неделю 1 стакан молока я выпью и все. Вот поэтому, ребят, и зрители моего канала, и поэтому я перестал держать корову. Вот. В принципе, тоже на мясо можно держать теленка, но не хочется. Вот так. Без этого, без настроения, без охоты, вот этого, как сказать, если не хочется тебе держать скотину, лучше не начинать. Надо, если уж начал, чтобы ты с любовью держал, и будет мясо, конечно же, но и будет наручник, я уже много раз говорил. Это повседневный, каждодневный, без выходных у вас будет навоз, кормежка и каждый день, круглый год. А мне это не хочется. Я не хочу быть привязанным. Руки и ноги, чтобы не были привязаны. Вот и так уже с ночевкой ты, если держишь корову или еще скотину какого, не поедешь. Ну, конечно же, там жена остается дома, но все равно. Это уж другое. Фу. Вот так. Очень много комаров сейчас вышло, потому что ветра нету. Там у меня на костре чайник, там оно уже закипает. Ну, краска подсохла, щели там. Немножко покрасил. Ну, конечно, вода еще немножко будет просачиваться, но не так. Вот в этом месте сено еще все сырое было. Вот смотрите, сырость. Это вчерашний дождь, это под сеном еще. Он не высох. Вот так оставил. Завтра уберем. Я с ночевкой. Сегодня переночую, а там посмотрим. Может еще. В принципе, я на 2 ночи приехал. Варить уже ничего не стану. Сейчас уже надо думать об отдыхе. Работать надо в меру. Не надо себя насиловать. Как бы
с 5 часов уже сегодня. Больше 12 часов уже мы на ногах, в работе. Да, бездельник устал даже. Комары, вон сколько их. Кушают его. Пускай кушают. Зима длинная. Это лишнюю кровь сосут у нас эти комары. Вот так, ребят. Ну, в принципе, показал вам сенокос. Вот что, какое поле остается. Вот триммером я скосил. Как будто горбушой тут махал я. Конечно же, намного быстрее косить триммером. Это я закрыл от комаров, чтобы комары не залетели. Если не закрыть, все, хана будет. Каракат поднимается, едет. Может, Илья сейчас здесь заедет. Лок. Сигналят. Или два караката. Вроде один. Веселые, наверное. Ну вот и все, ребят, я уже готовлюсь к ночлегу. Постелил тут постельное белье. Там заряжаются аккумуляторы. Сейчас попью чаек. И я просто буду отдыхать. Хотел еще на рыбалку сходить, но передумал. Нет. Лучше отдохну, а завтра пораньше встану. И завтра уже, что я буду делать, также буду снимать и показывать. А на сегодня все. Всем пока. Встретимся завтра.